Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги, участники, все те, кто присоединился к сегодняшнему нашему вебинару. Мы искренне рады приветствовать вас всех. На протяжении уже 7 лет Национальная библиотека проводит День Арктики с целью популяризации этой темы. В этом году мы пригласили к себе на площадку представителей Центра развития предпринимательства Республики Коми для проведения вебинара «Бизнес в Арктике. Перспективно и масштабно». Немного о вопросах, которые мы сегодня будем обсуждать. Это вопросы о процедуре, необходимой для получения статуса резидента арктической зоны Российской Федерации, возможных преференциях и мерах поддержки для предпринимателей, предусматривающих налоговые и административные льготы. Также сегодня будет представлен опыт организации резидентов арктической зоны об использовании действующих мер поддержки. Хочу представить вам сегодняшних участников. Это Лебедев Александр Сергеевич, заместитель директора ОНО Центра развития предпринимательства Республики Коми «Мой бизнес». Носков Сергей Александрович, это специалист отдела аналитики Центра развития предпринимательства. А также будут сегодня подключаться два генеральных директора. Это генеральный директор компании ООО «Шар» Кутузов Александр Анатольевич, и генеральный директор ООО «Арктика-2020» Смирнов Игорь Борисович. Немного по техническим моментам. Вопросы, которые нам поступили при подготовке этого вебинара, мы передали коллегам. Ответы на них они приготовили и дадут сегодня, в течение сегодняшнего вебинара, выступлений своих отразят. Коллеги, если у кого-то в процессе выступления возникнут вопросы, их можно задать спикерам после окончания выступления, либо же написать их в чате. Все вопросы, которые к нам поступят, мы точно так же озвучим, и я думаю, спикеры, либо компании-резиденты дадут на них ответы. Итак, мы начинаем, и я хочу слово предоставить управляющей компании в Арктике Лебедеву Александру Сергеевичу. Александр Сергеевич, пожалуйста. Спасибо, коллеги, предприниматели, всех приветствую. Рады, что сегодня подключились. Тема действительно важна и интересна. Немножко теории мы сейчас обсудим, потому что теория очень важна для реализации данной преференции, которая существует сегодня для резидентов арктической территории. В целом, наша управляющая компания «Мой бизнес» Республики Коми получил данный статус с 1 января 2021 года. Соответственно, мы с 1 января занимаемся и сопровождаем предпринимателей, предприятия, которые хотят стать резидентами арктической территории. Основной посыл, который мы в первую очередь от себя направляем для предпринимателей, что вы в целом можете обращаться к нам абсолютно по любым вопросам. Это может касаться и получения статуса резидента, это может касаться и сертификации вашей продукции, поиска покупателей, поиска рынка сбыта, сырьевой базы. Мы подходим комплексно к решению абсолютно любой проблемы, в том числе и финансирования ваших проектов. Есть разные, скажем так, ситуации, есть разные обстоятельства, но каждому предпринимателю, в зависимости от его проблемы и сложности, мы стараемся подходить индивидуально. Также стоит отметить, что там, исходя из тех вопросов, которые направлялись, были вопросы, связанные и с финансированием в части уже действующих резидентов арктической территории. Здесь важно отметить тот момент, что есть сегодня финансовые инструменты, они разработаны, но на сегодняшний момент мы ожидаем, скажем так, финансирования со стороны федеральных органов власти данных инструментов. Предварительно это будет апрель-май, поэтому я попрошу сразу вопросы льготного кредитования для конкретно резидентов арктической территории. Сегодня, наверное, лишний раз не поднимать. Мы обязуемся каждому участнику и Национальной библиотеке, и в целом предпринимательскому сообществу в наших социальных сетях, на
там тоже БНК, Юргане, да, оповестить и дать информацию, когда вот этот финансовый инструмент кредитования заработает и будет в нем финансирование. Сегодня мы пока можем только сказать какие-то базовые условия, которые проработаны со стороны федеральных органов исполнительной власти. Вот. Также сегодня затронем тему уже детально по процедуре прохождения и становления в качестве резидента арктической территории. Сергей Носков, Сергей Александрович сегодня выступит, расскажет уже конкретно, детально, в какой процедуре все это заполняется, с каким федеральным законодательством это все стыкуется, какие сроки и какие уже возможности, исходя от тех инструментов, которые на сегодняшний момент работают, которые сегодня есть, за которыми вы сегодня можете обратиться. Сергей. Спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели вебинара. По технической части расскажу по резиденту арктической зоны, присвоению статуса резидента арктической зоны Российской Федерации. В целом Российская Арктика – это крупнейшая свободная зона, экономическая зона в мире, составляющая более 5 миллионов квадратных километров по сухопутной части. В Республике Коми к арктической зоне относятся муниципальные образования городских округов, таких как Воркута, Инта, Усинск и муниципальный район Усть-Цилимский. Важным шагом для решения задачи развития арктической зоны Российской Федерации на территории Республики Коми, в том числе принят пакет федеральных законов по поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне, основными нормативными правовыми актами, определяющими особый преференцированный режим предпринимательской деятельности в арктической зоне Российской Федерации, далее буду говорить о ЗРФ для упрощения, а также установление правовой механизм оказания государственной поддержки предпринимательской деятельности в ЗРФ, являются 4 федеральных закона и 2 постановления правительства Российской Федерации. Вкратце расскажу, что это за федеральные законы и что они регламентируют. Федеральный закон номер 193 от 13 июля 2020 года о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне Российской Федерации, регламентирующий получение статуса резидента АЗРФ. Федеральный закон номер 194 от 13 июля 2020 года о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона о вышесказанном о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне. Регламентирует в том числе особенности осуществления государственного контроля или надзора, особенности предоставления земельных участков резидентам АЗРФ и особенности таможенного регулирования. Федеральный закон номер 195 от 13 июля того же года о внесении изменений в часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием федерального закона о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне Российской Федерации. Устанавливается особый режим налогообложения для резидентов АЗРФ. Федеральный закон номер 65 от 18 марта 2020 года о внесении изменений в часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации. И 2 постановления. Постановление правительства Российской Федерации номер 297 от 18 марта 2020 года о подтверждении правил отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории арктической зоны Российской Федерации, утверждает порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории АЗРФ, для формирования перечня инвестиционных проектов с целью предоставления субсидий из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты инфраструктуры, необходимые для реализации инвестиционных проектов, а также постановление правительства Российской Федерации номер 1338 от 2 сентября 2020 года об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате страховых взносов, возникающих у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся резидентами арктической зоны Российской Федерации. Утверждает правила, устанавливающие порядок предоставления из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательно социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательное медицинское страхование, возникающее у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся резидентами АЗРФ. Помимо федеральных и региональных органов власти, в работу по поддержке бизнеса в Арктике включены другие структуры. Общая их задача – обеспечить опережающее развитие макрорегиона и добиться повышения уровня жизни населения АЗРФ. Ключевой федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и оптимизацию нормативной базы для поддержки предпринимательства арктической зоны, Российской Федерации, это Министерство развития Дальнего Востока и Арктики. В сферу деятельности региональных органов исполнительной власти входят вопросы по установлению дополнительных региональных льгот и преференций, а также выделение инвесторам земельных участков. Управляющая компания осуществляет коммуникацию с инвесторами и резидентами ЗРФ, занимается заключением соглашений
об инвестиционной деятельности и контролирует исполнение обязательств резидентов. Сегодня любой предприниматель, готовый вложить в свой проект не менее 1 миллиона рублей, может получить статус резидента и воспользоваться всем набором преференций и льгот. Это повысит инвестиционную привлекательность Арктики, даст новый толчок для роста экономики региона, а значит и для его социального развития. Резидентом из РФ может стать любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который планирует реализацию коммерческих проектов в Арктике и соответствует ряду простых критериев. Статус резидента могут получить коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, регистрация которых осуществлена на территории АЗРФ. Новым проектом считается такой проект, в рамках которого на момент подачи заявки объем осуществленных капитальных вложений составляет менее 25% от общего объема инвестиций, предусмотренных бизнес-планом, без учета расходов на приобретение лицензий на пользование недрами. Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. У заявителя не должно быть недоимок по налогам, сборам и страховым взносам государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также задолженностей по иным обязательным платежам бюджета и бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов заявителя. Минимальный объем, повторюсь, капитальных вложений в инвестпроект должен составлять минимум 1 миллион рублей без учета НДС. Инвестиционный проект или направление деятельности должно являться новым для заявителя на момент подачи заявки. Учитываются затраты на создание или модернизацию недвижимого имущества или комплексов движимого и недвижимого имущества. Не учитываются затраты, понесенные до получения статуса резидента ЗРФ. Процесс получения статуса резидента ЗРФ максимально упрощен. Предприниматель или компания, желающие стать резидентом, подают в управляющую компанию заявку на заключение соглашения об инвестиционной деятельности. Заявка должна содержать указание вида деятельности, адрес земельного участка, срок соглашения и сведения о применении заявителем режима свободной таможенной зоны, в том случае, если он будет это использовать. Прилагает копию учредительных документов для юридических лиц, бизнес-план, свидетельство о постановке на учет налоговом органе, выписка из Государственного реестра юридических лиц или выписка из Государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Подача заявки и документов осуществляется в электронной форме на сайте arcticrussia.ru или в бумажном виде, после чего происходит принятие решения по заявке, заключение соглашения об осуществлении деятельности, после чего происходит включение в реестр резидентов АЗРФ. Процедура регистрации резидента АЗРФ строго регламентирована. Система работает по принципу одного окна и имеет четкие сроки на каждом этапе подготовки заявки, ее регистрации, а также рассмотрения. Одно из ключевых требований будущим резидентам арктической зоны – это представление, повторюсь, нового вида деятельности или нового инвестиционного проекта. Также общий объем инвестированных в данный проект средств не может быть больше 25% от предусмотренных бизнес-планом проекта, при этом не учитываются затраты на имущество, которое ранее включалось в объем капитальных вложений другим резидентам АЗРФ. Кроме того, исключаются затраты на строительство или приобретение зданий и сооружений, понесенные до даты включения индивидуального предпринимателя или юридического лица в реестр резидентов. Рассмотрение заявки осуществляется комиссией, созданной Минвостокразвития. В нее входят представители министерства, управляющей компании, а также представители высших исполнительных органов государственной власти регионов, территории которых входят в арктическую зону Российской Федерации. Рассмотрение заявки происходит в течение 10 рабочих дней после ее подачи. В случае принятия комиссии решения о возможности заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, управляющая компания уведомляет заявителя в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения. Управляющая компания в срок до 10 рабочих дней после одобрения заявки направляет заявителю проект соглашения об инвестиционной деятельности. Заявитель должен подписать проект и в течение 10 рабочих дней вернуть в управляющую компанию подписанный документ. Управляющая компания, в свою очередь, должна подписать документ со своей стороны в течение 7 рабочих дней. Таким образом, максимальное время от подачи заявки до регистрации резидента не должно превышать 37 рабочих дней. Соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности заключается между управляющей компанией и индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, подавшим соответствующую заявку в управляющую компанию. После заключения соглашения лицу присваивается статус резидента ЗРФ. Соглашение заключается на срок, указанный в заявке, и может предусматривать возможность его продления. Примерная форма соглашения утверждается Минвостокразвития России. В течение срока действия соглашения резидент обязуется осуществлять предусмотренную соглашением деятельность, осуществить инвестиции, предусмотренные сроки в установленном порядке и объеме, а также исполнить обязательства по созданию новых рабочих мест.
В соглашении устанавливаются значения предельно допустимых отклонений от параметров реализации инвестиционного проекта, определяемых в соответствии с методикой, утверждаемой Минвостокразвития России. Допускается деятельность, не предусмотренная инвестпроектом, но она осуществляется без предусмотренных мер поддержки АЗРФ и господдержки. В этом случае обязательно ведение раздельного бухгалтерского учета. Также резидент АЗРФ не вправе передавать другому юридическому лицу свои права и обязанности по соглашению об осуществлении инвестиционной деятельности. Потенциальные резиденты арктической зоны, индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, намеревающиеся стать резидентами арктической зоны, могут рассчитывать на налоговые льготы и административного характера. Федеральные налоговые льготы для резидентов АЗРФ, такие как налоговый вычет из суммы платежа по НДПИ при добыче твердых полезных ископаемых, кроме угля, и при соблюдении следующих условий. Сумма налогового вычета не превышает 50% общей суммы платежей по НДПИ в налоговом периоде. В расчет суммы налогового вычета включаются расходы резидента АЗРФ на инфраструктуру, необходимую для добычи полезных ископаемых на участках недр, выработанность которых не превышает значение 0,1 на 1 января 2021 года, в соответствии с данным государственного баланса или информация о них отсутствует в указанном балансе. Также инфраструктура должна быть введена в эксплуатацию не ранее 1 января 2021 года. Срок применения налогового вычета с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года. Понижение ставки налога на прибыль организаций 0% в федеральной части при условии установления пониженной ставки в региональной части на 10 налоговых периодов после получения резидентом первой прибыли. Нулевая ставка НДС для работ или услуг по перевозке грузов за пределы Российской Федерации морским путем, услуг по ледокольной проводке морских судов, осуществляемых перевозку грузов за пределы Российской Федерации. Нулевая ставка НДПИ при добыче газа. Ставка 0 рублей по НДПИ при добыче горючего газа, используемого исключительно для производства сжиженного природного газа или в качестве сырья для производства товаров, являющихся продукцией нефтехимии, произведенной на новых производственных мощностях, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Субсидирование страховых взносов. Резидент АЗРФ получает возможность субсидирования 75% страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательное медицинское страхование, страховые взносы. 7,5% ставка по страховым взносам для резидентов АЗРФ. Общая ставка для лиц, не относящихся к МСП, равна 30%. 3,75 ставка по страховым взносам субъектов МСП резидентов АЗРФ. Общая же ставка для лиц, признаваемых субъектом малого и среднего предпринимательства, на данный момент равна 15%. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 2 сентября 2020 года, номер 1338, повторюсь, об утверждении правил предоставления с федерального бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате страховых взносов, возникающих у юридических лиц индивидуальных предпринимателей, являющихся резидентами АЗРФ, резиденты АЗРФ заключают договор с акционерным обществом Корпорация развития Дальнего Востока. Государственная инфраструктурная поддержка. В качестве поддержки крупных инвестиционных проектов предусмотрены субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты инфраструктуры. Инвестиционная площадка должна находиться в арктической зоне Российской Федерации. Это основное из требований. Полная стоимость инвестиционного проекта должна составлять не менее 300 миллионов рублей. Субсидия может составлять не более 20% от общего объема частных инвестиций на реализацию проектов. Отбор инвестиционных проектов, получающих инфраструктурную поддержку, осуществляется на основании постановления правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года номер 297. Условием предоставления государственной инфраструктурной поддержки является окупаемость инвестиций государства через будущие налоги в течение 10 лет. Субсидирование процентной ставки по кредитам. Для предпринимателей в арктической зоне предусмотрено субсидирование процентной ставки в размере 1,5 ключевой ставки Центробанка, но не более 9%. Стоимость кредитов для заемщика от 2% годовых. Мера предназначена для всех проектов во всех отраслях экономики, кроме заготовки круглого леса, рыболовства, добычи полезных ископаемых. Заемщик может сам выбрать, с каким банком работать. Субсидии могут получить несколько уполномоченных банков. Решение по субсидии принимается в течение 10 дней после подачи заявки от лица банка в Минвостокразвития России. Заемщик имеет статус, требования основные предоставления данной субсидии. Заемщик имеет статус резидента АЗРФ, расположение производственной площадки на территории АЗРФ,
Полная стоимость инвестиционного проекта от 10 миллионов до 2,5 миллиардов рублей для одного заемщика или до 5 миллиардов рублей для группы взаимосвязанных заемщиков. Собственные инвестиции в размере не менее 30% от полной стоимости инвестиционного проекта. Региональные муниципальные налоговые льготы, применимые на территории Республики Коми. Страховые взносы 7,5% и 3,75% для МСП. Налог на прибыль 5% первые 5 лет, 10% следующие 5 лет. Налог на землю 0% на весь срок действия соглашения об инвестиционной деятельности. Налог на имущество 0% на весь срок действия соглашения об инвестиционной деятельности. Упрощенная система налогового обложения доходы 1% на весь срок действия соглашения об инвестиционной деятельности. Упрощенная система налогового обложения доходы минус расходы 5% на весь срок действия соглашения об инвестиционной деятельности. НДПИ до 31 декабря 2032 года 0,5 только для новых месторождений. Также присутствует применение процедуры свободной таможенной зоны. Резидент АЗРФ имеет право применить в своей деятельности процедуру свободной таможенной зоны, далее СТЗ. Данная мера ориентирована на предпринимателей, заинтересованных в экспорте продукции за пределы и использовании импортного оборудования за пределами Российской Федерации. СТЗ может быть создан на оборудованных участках резидентов арктической зоны. Иностранные товары размещаются и используются без уплаты таможенных пошлин и НДС. Российские товары размещаются и используются с уплатой акциза и без уплаты вывозной таможенной пошлины. Какие преимущества для АЗРФ при процедуре таможенной зоны, свободной таможенной зоны? Без таможенных пошлин и НДС используется импортное оборудование и комплектующие для производственных целей на территории участка. Используются импортные компоненты на сборочном производстве при последующем экспорте товара, а также уплата пошлин либо за отдельные компоненты, либо за товар целиком при использовании импортных компонентов на сборочном производстве при последующей реализации товара на территории Таможенного союза. Более подробную консультацию обо всех мерах поддержки резидентов АЗРФ можно получить, обратившись в Центр развития предпринимательства Республики Коми. Благодаря Центру развития предпринимательства потенциальные инвесторы могут рассчитывать на максимально комфортные и удобные сервисы для реализации мер поддержки бизнеса. Предлагается предпринимателям помощь в реализации инвестиционных проектов в комплексе предоставления услуг. От момента предоставления плана проекта заявителям, далее на всех его этапах реализации и до самой выпуска готовой продукции, а также помощь в продвижении товара на рынке сбыта и его популяризации. Спасибо большое, Сергей Александрович. Можно я воспользуюсь, задам вопрос? То есть у нас получается, что о тех льготах, о которых вы говорили, это только резиденты или это могут быть предприниматели, работающие на этих территориях, но не являющихся резидентами? Да, я, в принципе, могу ответить. Да, значит, здесь, так как в 193 федеральном законе прописаны условия и требования для предпринимателей, которые хотят получать эти преференции, значит, здесь речь идет только о тех организациях, которые вкладывают не менее 1 миллиона рублей кап-вложений, а формируют новый вид деятельности и формируют штат сотрудников. То есть те компании де юре, которые находились на территории вот 4 муниципальных образований, которые сегодня у нас по Республике Коми включены в качестве арктической территории, значит, автоматически они не переходят. Необходимо все равно формировать проект, подписывать соглашения, в которых обуславливаются те и прописываются те условия со стороны предпринимателя и те условия со стороны государства, которые друг перед другом обязуются выполнять. То есть автоматического перехода нет. Спасибо. Тогда я хочу передать слово Кутузову Ивану Анатольевичу, это генеральный директор компании ООО «Шарк». Компания стала резидентом 18 февраля 2021 года. Иван Анатольевич, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Да, мы вас хорошо слышим. Моя компания образовалась в 2018 году. Компания занималась транспортом, получается, услуги по транспортировке. Плюс с 2018 года я работал в компании, которая занималась утилизацией нефтешламов, твердых и жидких нефтешламов. Почему мой бизнес-план, получается, вообще затеял технологический парк Республики Коми.
то, что не понаслышке, а сам изнутри работал в этой системе. И там, постоянно ездив на Возей, у нас Возейское месторождение, видел покрышки, то, что валялись, является у нас транспорт городом, нефтяным и транспортным городом. Так что у нас как раз глобальная проблема по розливам в Усинске и в Усинском районе, и глобальная проблема по автошинам. То, что является на обочинах, где как бросают. Джип Триал у нас, где проводятся различные конкурсы, там все завалено свалками. Вот. И вернусь сейчас к 2020 году, с февраля месяца, компаньоном и исполняющим директором Галеевым Урал Мунировичем решили создать технопарк. Это началось в феврале. Ну, сами знаете, то есть у нас пандемия, нас все это подкосило. В связи с этим мы начали подавать документы на землю, где хотели обосноваться, где поставить этот технопарк на главных месторождениях. Главных месторождениях, короче, главные сооружения. Вот, на сегодняшний день, с сентября месяца, по сегодняшний день, расскажу маленько проблемы, да, с сентября месяца по сегодняшний день мы не можем получить землю, ну, в связи тех или иных обстоятельств. Но хочу сказать отдельное спасибо, то, что у нас это сейчас все так глобально продвинулось. Отдельное спасибо хочу сказать мой бизнес-компании и компании РСПП, которые реально работают и кому мы не безразличны на сегодняшний день. Республика Коми знает наших героев, так скажем. И отдельное спасибо, конечно, хочу сказать Министерству экономики и промышленности. Люди, кому интересно, пускай запишут фамилии, к кому можно будет обращаться. Мой бизнес, соответственно, вы видите, Лебедев Александр Сергеевич, также Носков Сергей Александрович. В РСПП можете обратиться к Рудому Владиславу Петровичу за различные консультации, он подскажет. А Министерство экономики и промышленности – это Бахтина, Ахмеев, Калимендик и Турышева. Кто, получается, будет продвигать весь этот процесс по резиденту, ну и помогать по различным видам льгот. Далее, получается, технопарк у нас будет заниматься сбором, доставкой загрязняющих отходов. У нас будет там низкотемпературный устранение последствий, это обработка биосорбентом Яэлекс совместно с компанией Биоэкобаланс. На сегодняшний день у нас, куда бы не обращались, Лебедев Александр говорил, то, что пока про господдержку, про госсубсидии не говорить, но на сегодняшний день, то есть мы предоставлены пока сами себе. По поводу финансов имеется в виду, посмотрим в мае месяце, что у нас получится. На сегодняшний день, то есть, почему говорю, предоставлены сами себе, допустим, если взять транспортные компании, ну, как говорится, для нас всем небезызвестных, да, прежде чем купить машину, надо найти работу под нее. Соответственно, и у нас также получилось, прежде чем создать этот технопарк, надо найти работу. Соответственно, ну, у нас, благо в Усинске, этой работы хватает, розливов много, автошин много, и надо решить эту проблему по оперативному. Главе города Токаеву обещали то, что до конца года уберем вообще все свалки по автошинам. Вот. Как бы такая вот глобальная проблема, то, что вот куда мы хотим более углубиться. Вань, может быть, да, Иван, подскажи, пожалуйста, может быть, просто предпринимателям и людям, которые сейчас слушают, интересно вот твоя сторона видения процесса сопровождения по процедуре становления в качестве резидента арктической территории. Вот со своей стороны, то есть мы, понятно, здесь как бы языком там федерального закона, нормативных документов, регламентов каких-то вот сказали, объяснили, да? Вот конкретно на своем примере можешь вот рассказать, как это все у тебя происходило? Ну, происходило каким образом? Сейчас объясню. То, что по стечению обстоятельств, я очень рад, то, что познакомился с компанией «Мой бизнес». Компания «Мой бизнес»
что мы хотим создать вообще технопарк этот, предложили сделать бизнес-план. По поводу бизнес-плана тоже помогли, нашли, кто этот бизнес-план делать. Бизнес-план делали у нас Петербург. Ребята отработали очень хорошо, сделали бизнес-план за месяц. План мы копейки не заплатили. Вот, спасибо опять же компании «Мой бизнес», они все затраты взяли на себя. Далее, получается, когда у нас бизнес-план приехал господин Филенко Андрей. Далее, он нас выслушал, он говорит, при беседе он сказал, в принципе, за 3 года вы можете это все осуществить. И бизнес, получили бизнес-план и начали действовать по этому пути. Далее, когда мы выходили с бизнес-планом. Есть такое дело, да. Вот. Еще раз повторюсь, я не знаю, у меня чуть-чуть зависло, да. На тот момент вообще про резидентов слова не было. Тогда еще проект был, вот, и на том этапе они уже начали, в принципе, помогать. Но когда вышло, мы начали сбор пакета документов. Соответственно, сбор пакета документов также нам помог мой бизнес. Какие-то еще нюансы, какие возникали, мы дополнительно подключали куратора нашего проекта договора Рудова Владислава Петровича, это РСПП, которому мы также, в принципе, не безразличны. И на сегодня Так, коллеги, может в чате что-то у кого-то какие-то вопросы есть? Да, вот поступил вопрос, значит, как определяется новый вид деятельности? Уважаемые предприниматели, смотрите, давайте вот вкратце основной базис объясню, чтобы было понятно. Значит, со стороны государства восприятие нового вида деятельности определяется исходя из тех акведов, которые установлены у предпринимателя. Соответственно, один из путей решения данного вопроса – это присвоение нового акведа или дополнительного там к имеющимся. И, соответственно, под этот аквед, под этот вид деятельности, который в акведе прописан, необходимо реализовывать проект. Это могут быть смежные акведы по основному виду деятельности, которые предприниматели осуществляли ранее. Здесь самый главный аспект все-таки это новые сотрудники, новая штатная численность ваших сотрудников с момента подписания соглашения. То есть, давайте так, если у вас, допустим, на сегодняшний момент работало 10 сотрудников, и вы заключили сегодня соглашение, то на эти 10 сотрудников, которые у вас работали ранее, субсидия не предполагается. Она предполагается на новые рабочие места. И то же самое связано с капитальными вложениями. Вот Сергей Александрович сказал, что до 25%, да, вы можете вложить по вашему новому виду деятельности, либо по новой организации, нового там юридического лица. 25% вы можете понести до подписания соглашения, и 75% расходов по реализации вашего проекта должны быть понесены после. Иван, к тебе вопрос здесь. Скажи, пожалуйста, а сжигать шины вы собирались в Усинске? Да, у нас получается не просто у нас сжигать, а у нас будет низкотемпературный пиролиз. Это экологически чистая технология по утилизации нефтешламов с получением топлива. И также автошин, также с получением топлива. То есть там получается вторичные продукты какие идут? Газ, печное топливо и технический углерод. То есть газ мы будем использовать для своих нужд, для отопления и для получения электроэнергии. Печное топливо также мы будем использовать для своих нужд и на продажу. А технический углерод, то есть при
смешивание с опилком мы будем получать пилеты. Мы будем получать пилеты. Также для своих нужд и для продажи. С главой мы также это все обсудили. Вот, экономия регионального бюджета в части расходов населения региона из расчета 1000 рублей за километр печного топлива. Там и печное топливо также Иван, вас не слышно. Скорее всего, либо гарнитура у вас отошла от телефона, либо еще какая-то техническая проблема. Давайте пока эту проблему решаем, ответим. Тут еще вопрос поступил. Если минимум, сколько предприниматель должен создать новых рабочих мест? Коллеги, здесь, значит, государство какой-то минимум не устанавливает. Чем больше вы нанимаете новых сотрудников, тем больше вы экономите на страховых, соответственно, взносах. То есть математика простая. Если вы берете одного сотрудника, вы рассчитываете на него стандартно 32%, да, там, страховых взносов. Если вы становитесь резидентом, то платите 7,5% значит, не 32, а 7,5%. И чем больше сотрудников набираете, соответственно, тем больше вот этой, в объеме суммы вы будете получать в качестве субсидии со стороны государства. Поэтому минимума здесь нету. Это может быть как один сотрудник, так и 1000 сотрудников. Все эти, значит, количество персонала, который вы прописываете, оно также утверждается в соглашении, которое вы подписываете с управляющей компанией федеральной, которая непосредственно и будет в последующем перечислять эту субсидию. Так, еще вопрос. Внимательно отнеситесь к сертификации оборудования и экологической экспертизе. Иван, я так понимаю, это к тебе направлено, да. Скорее так, предложение, рекомендация, да, со стороны Александроса. Можно озвучить, в принципе. Коллеги, давайте двигаться тогда дальше. Еще вопрос. Еще вопросы пошли. Значит, субсидия... можно? Ага. То есть, значит, вопрос поступил, то есть субсидия будет выделяться от количества сотрудников. Анна, смотрите, значит, взяли одного сотрудника, на этого сотрудника получаете субсидию, точнее компенсацию по социально-страховым взносам. Взяли 2 сотрудника, соответственно, вы на 2 получаете данную компенсацию. Чем больше сотрудников, тем больше размер компенсации. Только на 2. Пропустили еще вот проект реализован в Сыктывкаре, ООО «Автодор Комплект». Подтверждаю работоспособность. Игорь здесь, Смирнов. Здесь, наверное, больше не к резиденту ЗРФ, да, Игорь, а больше к тому, что сам проект у вас на территории Сыктывкара. Сыктывкар у нас не вход в арктическую зону, но тем не менее вы можете просто обратиться в индивидуальном порядке в Центр поддержки предпринимательства, и мы отдельно с вами разберем те меры поддержки, которые применимы на территории Республики Коми в целом, то есть в частности, допустим, в Сыктывкаре. Поэтому давайте так поступим, дам ваш номер, точнее дам свой номер мобильного телефона по окончании вебинара и, соответственно, свяжемся, уже обсудим индивидуально, если надо будет выступать. Игорь, Да. все, Игорь Борисович, все, тогда понятно. Я не посмотрел, кто конкретно. Так, тогда ясно. И давайте, наверное, еще два вопроса, которые здесь есть у нас. От Анны еще вопрос. Значит, в части субсидии, независимо от затрат. Анна, смотрите, здесь государство говорит, что компания должна вложить в новый проект, либо в новый вид деятельности, либо там через новое юридическое лицо не менее 1 миллиона рублей, и, соответственно, здесь какого-то дополнительного требования с точки зрения там, количества сотрудников или еще чего-то нету и не прописывается в соглашении. Все это есть регламентировано в 193-м федеральном законе. Никаких других ответвлений быть просто не может никогда. Относительно срока реализации соглашения, исходя из вашей заявки и вашего бизнес-плана. И да, Андрей, отвечая на ваш вопрос, Центр МИ Бизнес помогает с написанием бизнес-плана. Значит, на сегодняшний момент мы работаем по 2 направлениям с точки зрения разработки проекта. Первое направление. Если мы говорим в целом об инвестиционном проекте, не связанном с территорией арктической зоны, значит, мы идем по направлению найма специализированных организаций
так называемых подрядчиков, которые профессионально занимаются разработкой бизнес-плана. И второе направление, когда наши сотрудники пишут бизнес-планы. Сегодня у нас такая возможность есть, и специалисты у нас в работе. И если вопрос касается с точки зрения получения статуса резидента, то непосредственно Центр «Мой бизнес» полноценно, самостоятельно, полностью помогает и сопровождает в разработке этого проекта. Поэтому здесь бояться переживать с точки зрения бюрократии, сроков, уверяю вас, не стоит. Точно работаем с каждым предпринимателем, который обращается, и заявка от которого поступает на портал Arctic Russia. Так. Давайте по вопросам, наверное, вот на Ане закончим и потом продолжим. Да, вот у нас еще просто есть выступающие. Значит, все, последний вопрос. Какая компенсация будет? Анна, здесь речь идет о субсидии, которая предназначена в первую очередь на уменьшение с вашей стороны платежей на социальные страховые взносы. Физически каких-либо денег вы не увидите. Вы просто будете экономить на ваших платежах. Да, то есть если мы говорим, допустим, вот вы ведете бизнес в Сыктывкаре, там со 100 рублей заработной платы, который получает ваш сотрудник, на сегодняшний день порядка 45 рублей вы платите еще НДФЛ и социально-страховые. С точки зрения резидента, у вас эта сумма отчислений будет сокращена более чем в 2 раза. Поверьте, если вы ведете сейчас деятельность, у вас есть штатная численность сотрудников, мы предлагаем вам просто оставить заявку в Arctic Russia, либо перейти на наш сайт мойбизнес11.рф, там есть наши контактные номера телефонов, связаться, и мы уже более детально проговорим по вашему проекту. Давайте, наверное, перейдем к следующему выступающему, а потом, если будут дальше вопросы, уже далее обсудим. Да, у нас Игорь Борисович Смирнов, генеральный директор компании Arctica 2020. Игорь Борисович, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Спасибо, Алексей Анатольевич, за приглашение. Очень радует, что сейчас в наше время вопросов, касаемых Арктики, становится больше. Есть внимание со стороны органов исполнительной власти, есть внимание со стороны инвесторов. Скажу, что первые вопросы, которые задавались по развитию Арктики, это в далеком 2013 году, еще в бытности, будем говорить, были озвучены, но они касались больше каких-то геополитических вопросов, нежели самой экономики. Вот. Свой проект Арктика 2020, он, откровенно скажу, я бы его реализовал и не являясь резидентом арктической зоны, потому что, будем говорить, начиная, наверное, с 2015 года был погружен в вопросы Синского месторождения и отходы, шлаковые отходы воркутового угля по ОТ+. Процесс реализации проекта начал, наверное, в году 2018. Это как раз-таки работая в дорожной отрасли. И параллельно реализовал проект, о котором говорил Иван, утилизация покрышек. И параллельно мы начали работать над проектом по другим видам отходов. Тогда занималась вопросом сбора документов корпорация по развитию. В принципе, я не обращался ни в Министерство промышленности, ни в Министерство экономики. То есть сам ездил на форумы, был не единожды был на форуме в торгово-промышленной палате в Москве, Арктика 2020, то есть там, где выступали и Крутиков, и наши, будем говорить, великие специалисты. Вот. Помогал мне в этом инспектор Игорь Леонидович и Герасимов Николай Николаевич. Вот. Поэтому дальше в реализации проекта я закрепил его обучение в нашем СГУ на президентской программе. Свой я проект вынес как инновационную идею по применению этих отходов в дорожной и строительной отрасли. Защитил, получил диплом. То есть моя идея стала лучшей для Республики Коми. Вот. И параллельно начал оформлять документы для получения статуса резидента. Да, процедура абсолютно понятная и
логично, то есть через личный кабинет я оформил документы, отправил все юридические формы, бизнес-план я готовил сам, то есть в корректировке документов мне помогли в корпорации. Вот. Со стороны муниципального образования было понимание, мне ответили по земельному участку, так как основной вопрос, который был задан при обосновании получения статуса, это касалось как раз-таки земельного участка. Как я его буду использовать, что на нем будет находиться, кадастровый номер. То есть в этом плане надо быть очень внимательным, оформляя документы, и понимать, для чего это нужно. То есть с земельными участками мы разобрались, с бизнес-планом мы разобрались, вот, защитил проект, получил статус, ну и идем дальше. То есть, да, вопросы финансирования абсолютно правильные, и они обсуждаются. Вот как раз-таки вчера был ВКС с представителями Министерства Востокразвития, и я презентацию отправил. Там предложение комиссии следующее, то есть через сайт вот именно этой комиссии можно оформить заявку для финансирования проекта, инновационного проекта. То есть комиссия рассматривает сам проект, саму компанию и дальше принимает решение. То есть эта комиссия помогает в реализации проекта и софинансировании. Вернее, финансирование проекта со стороны 3 банков. На сегодняшний день 3 банка работают над арктическими проектами. Это Сбербанк, Россельхозбанк и Газпромбанк. Вот. Очень интересная лекция была, много было вопросов. Для себя я понял как раз-таки вот финансирование своего проекта, потому что мой срок, будем говорить, жизненный срок компании меньше года, и у меня есть, будем говорить, проблемы получения финансовых средств в банках, так как нет финансовой отчетности, и, соответственно, я должен предоставлять или какие-то гарантии, или обеспечения, и дальше двигаться. На свой вопрос я ответ получил. Теперь я буду готовить именно заявку на рассмотрение этой комиссии, и будем дальше двигаться. То есть потребность в моем материале со стороны нефтяных компаний и угольных компаний есть, то есть есть заинтересованность. Аналогичные проекты сейчас будут реализовываться в Архангельской области с привлечением Северстали, Роснана, Росатома и Газпрома. Поэтому надеюсь, что и в республике тоже свой проект найдет конечного покупателя и сможем его реализовать. Спасибо, Игорь Борисович. Вы к этому проекту, я знаю, шли не 1 год. Я очень надеюсь, что у вас все получится. Коллеги, давайте переходить. Есть ли вопросы к Игорю Борисовичу и к нам еще вопросы? И мы, наверное, немножко расскажем о вопросах, которые к нам поступили при подготовке. Да? Давайте сейчас сначала, наверное, посмотрим, что в чате, какие вопросы у нас есть. Вопрос есть про сопровождение, про подготовки документов, платные или бесплатные. Да, значит, вопрос от Андрея. Андрей, смотрите, значит, сопровождение по получению статуса резидента и в целом по тем услугам, которые сегодня реализует Центр Мой Бизнес, они бесплатны для предпринимателей, субъектов малого среднего предпринимательства. Если вы не являетесь субъектом малого среднего предпринимательства, но, допустим, вам необходимо получить статус резидента арктической территории, это тоже для вас будет абсолютно бесплатно. Никаких платежей, никаких там комиссий, в договорах, в соглашениях ничего такого прописано не будет и быть абсолютно не может. Я думаю, вполне ответил. Да, еще вот есть такой вопрос. Преференции только для предпринимателей или для ООО тоже? Значит, что подразумевается под словом предприниматель? Предприниматель – это индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, реализующий коммерческую деятельность с целью получения прибыли. Поэтому здесь подпадают и индивидуальные предприниматели, и юридические лица в форме ООО, АО, ОАО. Здесь ограничений абсолютно никаких нету, кроме как КФХ.
КФХ, к сожалению, нельзя по одной простой причине, поскольку эта форма собственности предполагает получение субсидий по линии Министерства сельского хозяйства. Поэтому недопустимо пересечение здесь, скажем так, субсидиарной формы поддержки. Во всех остальных случаях никаких, скажем так, ограничений нету. Наверное, логичный может быть еще вопрос по поводу самозанятых. Значит, самозанятые, они не могут получить статус резидента арктической территории, поскольку они и так работают на льготных условиях, значит, по налоговым сборам. Это 4% от всего дохода, который самозанятый получает. Поэтому самозанятые не могут быть. Они более приравнены сегодня к физическим лицам, нежели к предпринимателям, да. У нас еще вот такой вопрос. Слышали все про дальневосточный гектар. Как получить гектар на землях Гослесфонда и на землях муниципального образования города Усинска? Хороший, интересный вопрос. Интересно, сколько леса у нас в Усинске, надо посмотреть. Вот. Смотрите, значит, то, что касается лесфонда, эти вопросы регламентированы непосредственно в Лесном кодексе Российской Федерации. Курирует это направление, этот блок работы Министерство природных ресурсов Республики Коми и непосредственно лесное хозяйство, которое у вас есть, не есть, честно, я не в курсе, надо уточнить по Усинску. Но, честно, интересный вопрос, что есть лес у нас в Усинске. Вот. Поэтому, да, значит, с точки зрения получения участка по лесу в целом, если мы говорим по региону, вам надо обратиться в ваше, значит, лесное хозяйство в том муниципальном образовании, в котором вы планируете реализовывать заготовку леса. Далее оставить заявку от вашего, там, это как от ИП, либо как от юридического лица на отведение данного участка, и после чего он будет выставлен на конкурс, аукцион с целью там купли-продажи, либо аренды данного участка. Спасибо. У нас есть еще один вопрос. Предприниматели, работающие как социальные предприниматели, могут ли стать резидентами арктической зоны? Это, наверное, те, кто работает вот в социальной сфере, поэтому тоже вызывает вопрос. Да, Андрей, смотрите, здесь ограничений по виду деятельности как таковых нет. Да, вот Сергей Александрович там привел определенный перечень, там, если не помню, связанные с добычей угля. Ограничивающие, да. Ограничивающие и связанные с рыболовством. Все остальные виды деятельности абсолютно спокойно могут становиться резидентами. Скажу вот так вот, на сегодня у нас в работе порядка 26 заявок на получение статуса резидента арктической территории. Это и индивидуальные предприниматели, и юридические лица. Виды деятельности абсолютно разные. Как и связаны с добычей, так и связаны там какие-то развлекательные центры, кафе, парки. То есть абсолютно любое направление, по сути, которое сегодня реализуется на территории вот этих 4 муниципальных образований и потенциально возможно реализовать, они абсолютно открыты для включения в статус резидента. Спасибо, коллеги. У нас вопросов больше нет. Предлагаю еще, если есть вопросы, их написать, потому что наша встреча подходит к завершению. Что еще из общего чата? Какие были замечания? Да, это тоже для нас. Коллеги, нет презентации, тяжело воспринимается на слух. Да, я думаю, что коллеги это сделают. На сайте моего бизнеса там, наверное, раздел есть, и презентации там появятся, будут, и можно будет более подробно с этим всем ознакомиться. Да, действительно, тут на слух, может быть, какие-то вещи воспринимались достаточно сложно. Вот. Вопросы так больше и не поступают. Тогда, коллеги, давайте мы будем завершать. Есть еще, да, вопрос? Да, хотелось бы отдельно попросить вебинар по деятельности центра «Мой бизнес» и его услуг. Андрей, да, значит, смотрите, по деятельности центра «Мой бизнес» и вообще по всем видам услуг, которые на сегодняшний момент центр «Мой бизнес» предоставляет, все очень просто. Значит, первое, вы можете зайти на наш сайт мойбизнес11.рф, там есть и почта, и контактные телефоны. Вы можете позвонить и записаться на личную консультацию по вашему бизнесу, по тем проблемам, которые сегодня вас волнуют.
чтобы мы могли его решить. Если говорить о системных презентациях, то мы ежемесячно проводим вебинары, семинары, круглые столы по тем видам деятельности, которые мы сегодня реализуем. Также эти виды деятельности указаны на нашем сайте, они строго регламентированы 125-м приказом Министерства экономического развития. Вот, поэтому, если у вас есть желание развивать ваш бизнес и вам нужна помощь в реализации ваших идей, то, пожалуйста, зайдите на наш сайт и свяжитесь по указанным номерам телефонов. По поводу презентации, значит, мы разместим презентацию по арктической территории и по финансовым продуктам, которые сегодня в разработке. То есть я еще раз повторюсь, отмечу этот момент. Мы разместим эту информацию также на нашем сайте мойбизнес11.рф и в нашей группе ВКонтакте «Мой бизнес. Республика Коми». И там информация будет дублироваться. В принципе, подписывайтесь ВКонтакте, чтобы вообще следить за текучкой того, что мы делаем и того, что происходит, потому что количество новостей, количество информации, мероприятий, которые реализуются нашим центром, оно считывается сотнями по истечению года, поэтому следите за нами, в том числе и в социальной сети ВКонтакте. Да, и я тоже хочу добавить, коллеги, мы сегодня вели видеосъемку нашего мероприятия, и видеосъемка полностью будет доступна на сайте Национальной библиотеки Республики Коми и в канале YouTube тоже Национальной библиотеки Республики Коми, поэтому пока нет презентации, какие-то вещи вы можете прослушать и нормативные документы для себя как-то актуализировать, посмотреть, более детально подготовиться к общению с представителями моего бизнеса. Предложение есть. Есть. Да. Вот, я предлагаю вот совместно с материалами, там, видеороликом на сайте тоже Национальной библиотеки мы тоже предоставим презентации, чтобы также и в Ютубе там отсылка на эти документы была. Да. Чтобы, как проще будет предпринимателям, так и лучше. Спасибо за это предложение, принимается. И, коллеги, вопросы больше не поступают. Мы завершаем. И я хочу сказать истинные слова благодарности Александру Сергеевичу вам, Сергею Александровичу, Ивану Анатольевичу и Игорю Борисовичу. И, коллеги, конечно же, вам за активность, за те вопросы, которые вы задали. Спасибо всем большое. И мы будем завершать. Успехов всем вам в реализации тех задуманных планов и идей. Все у всех должно получиться. Спасибо всем большое за участие. Спасибо. Спасибо, коллеги.